Здравствуйте, в эфире новости Татарстана на ТНВ, в студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Из-за паводка в Оренбургской области объявлен режим ЧС. Потоплены более 6,5 тысяч домов. Пострадали и объекты культурного наследия татар. В чем вышел, в том и остался. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Школа, оставшаяся на островке. У нас вот такой вот получается как бы отрыв от земли. Паводковую ситуацию в Кабицком районе оценила Вероника Гайнуддинова. Жизнь после взрыва. Что выбрали? Первую необходимое? Ну да, самое необходимое. Продукты снять с холодильника. Одежда, да, документы в первую очередь. Какие работы сейчас ведутся на месте взрыва газа в Нурладском районе, расскажет Рамиль Галиулян. Вся страна в эти дни следит за ситуацией в Оренбургской области. Из-за паводка здесь объявлен режим ЧС. Сегодня вблизи поселка Лесоторговый был зафиксирован еще один прорыв дамбы. Большая вода уже подошла к столице региона. Мэр Оренбурга призвал уезжать из города. Как говорят специалисты, такого половодья в Поволжье и Урале не было ни разу. Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию. В зоне подтопления оказались несколько татарских деревень. Это Гайнуллино, Тукай, Узимбаево, Нарбулатово и Малахалилово. Под водой осталась и старая часть Орска, где проживают 10 тысяч татар. Что сейчас происходит в зоне бедствия и как помочь пострадавшим, знает Ирина Васильева. Старая часть города Орска напоминает Венецию. Дома, школы, больницы, машины, дворы – все в воде. Добраться можно только на лодках. Я здесь по ближайшему просто прохожу двором. Если кто-то просит, то и нас. Это крупнейшее в истории Оренбургской области наводнение. Здесь объявлен режим ЧС федерального значения. Большая вода настигла 87 населенных пунктов. По информации МЧС России, подтоплено более 6,5 тысяч жилых домов, 9 тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Пострадали наши соотечественники. Один из них – председатель национально-культурной автономии татар Орска Азат Хайруддинов. Говорит, большая вода застала их врасплох. Чудом удалось спасти документы. Сейчас семья ютится у родственников. В чем вышел, в том и остался. Ну так это же много, не то, что я один. Мы там полностью затоплен. Ну не то, что мы, а всем рядом, ближайшие соседи тоже не потоплены. Все под одним уровнем. Мы в воде, всех, поэтому беда коснулась каждого, не выборочно. В старой части Орска проживают около 10 тысяч татар. Практически все дома затопило. Под водой остались и объекты культурного наследия. Древнее татарское кладбище, соборная мечеть 18 века, дом, где жил классик татарской литературы Мирхайдар Файзи, особняк купца Ахмедзяна Нигматуллина. Также пострадал дом, где в 20-х годах снимал комнату Муса Джалиль. Затопило и 5 татарских деревень. Это Гайнуллино, Тукай, Узимбаево, Нарбулатово и Малахалилова. И с призывом поддержать сельчан выступил Всемирный конгресс татар. Это трагедия, которая на сегодняшний день требует той системной конструктивной работы, которая ведется, и татарский мир не в стороне. Наши татарские предприниматели из регионов Российской Федерации по нашему обращению, по нашей просьбе, да и по зову души направляет первые помощи, гуманитарные конвои, вот вода, питьевая вода. Первыми руку помощи пострадавшим протянули альметьевцы. По инициативе главы Тимура Нагуманова в молодежном центре города организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные горожане несут теплые одеяла, одежду, резиновые сапоги, средства гигиены, детские вещи и питание. Сбор открыт ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. ЧП в Оренбургской области произошло 5 апреля из-за прорыва дамбы на реке Урал, которая защищала Орск. Она была рассчитана на уровень 5,5 метров, сейчас же почти 10. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Халатность» и «Нарушение правил безопасности при строительстве». Сейчас насыпную дамбу укрепляют местные службы и сотрудники МЧС. Сегодня ситуацию усугубил второй прорыв защитной дамбы вблизи поселка Лесоторговый. Вода продолжает прибывать и в столицу региона. Уже эвакуировано более 700 оренбуржцев. Мэр города призвал уезжать прямо сейчас.
Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки это был 1942 год, это 946 сантиметров. Таких наводнений не было. По прогнозам Гидрометцентра России, пик паводка в Оренбурге будет послезавтра. До опасных отметок вода поднимется завтра. Сирина Васильева, ТНВ, Оренбургская область. Матч Оренбург-Рубин прошел сегодня в штатном режиме. Счет 3-0 в пользу хозяев. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области. Перед матчем был организован пункт сбора вещей первой необходимости. Снег продолжает активно таять. Эта неделя в Татарстане будет очень теплой. Сегодня днем самая высокая температура отмечена в Дрожжановском районе. Столбик термометра достиг почти плюс 14 градусов. Завтра днем местами до плюс 17, что усилит таяние льда и снега. Послезавтра плюс 15, в четверг плюс 18. Вода прибывает на реках Мёша, Вятка, Анзирка и Шишма. На остальных водоемах Татарстана уровень воды, наоборот, понижается. Это данные МЧС на 16 часов. Остаются затопленными 6 низководных мостов и 3 участка дороги. Везде есть объездные пути, эвакуация жителей не требуется. Вода ушла из 11 приусадебных участков Лаишевского и Балтасинского районов. На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжает разрушаться лед. Здесь можно наблюдать дрейф льда. В селе Бурундуке Кайбецкого района, отрезана от большой земли, оказалась местная школа. Затоплена входная часть. Под водой оказались приусадебные участки, дворовые территории, погреба. Это последствия разлива реки Берля. Село находится в низине, поэтому весенние воды приходят сюда каждый год. Вероника Гайнудинова оценила обстановку. Это бурундуковская школа в Кайбецком районе. Вход в нее сегодня выглядит вот так. Он затоплен. Пробраться можно, конечно, в резиновых сапогах, но передвигаться нужно аккуратно. Шаг влево, шаг вправо. Опасно, можно провалиться. Школа продолжает работать в штатном режиме. Высокие резиновые сапоги стали незаменимым атрибутом гардероба. Но они, видимо, есть не у всех. Обувь надевают по очереди. У нас таких не нашлось, поэтому говорили с директором школы на расстоянии. Первый год у нас вот такой вот получается как бы отрыв от земли, но и учащиеся, и дети вот приходят в школу и уходят вот с той стороны. У нас там тропиночка есть. В бурундуковской школе учатся 34 ребенка. Некоторые из соседних сел. Их на автобусе довозят прямо до ворот школы. Местных детей приводят по альтернативной дороге. Специальная дорога, которая проходит вот по старому парку. Там сухо, и дети свободно проходят в школе. Утром их сопровождают родители, а вот после уроков мы их детей сопровождаем до большой дороги. Дорогу к школе попытались приподнять с помощью насыпи, но с потоками воды не могут справиться даже камни. Вся вода приходит к нам. Ежедневно измеряем уровень воды. Она начала отступать. Думаю, через неделю уже нормализуется. Так сейчас выглядят огороды. В селе Бурундуки затоплены 14 приусадебных участков. К большой воде жители деревни уже привыкли. Село в низине, рядом с Вяга и Берля. Из-за обильных осадков реки выходят из берегов. Подпол затопило полностью, говорит Гульцада Ахмедзянова. Вместо солений каждую весну там вода. Откачивать нет смысла, приходит снова. Постепенно она уходит сама. Мы привыкли уже. Несколько лет назад весь дом затопило. Нас спасатели вывозили. Весь пол, всю мебель меняли. В этом году терпимо еще. По данным МЧС, уровень воды в Свияге начал снижаться. Уже скоро село вернется к привычной жизни. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Кайбецкий район. Первые уроки после паводка вынесли в Набережных Челнах. Здесь готовят проект очистки и благоустройства реки Челна. На прошлой неделе она вышла из берегов и затопила новый микрорайон Притяжения. Наиль Магдеев на совещании заявил о необходимости изменений в проекте благоустройства комплекса, чтобы исключить повторное затопление. По словам мэра, нужно укрепить берега. В будущем в Притяжении может появиться набережная для прогулок. Мы там делаем проект по очистке русла реки Челна. Нам нужно дополнение внести в проект для того, чтобы защитить микрорайон Притяжения. В случае подъема воды более 2 метров напрашивается хорошая пешеходная зона, зона отдыха, набережная для прогулок.
В Зеленодольске сегодня простились с помощником главы района Дамиром Низамовым. Он один из 3 погибших в страшной аварии, которая накануне ночью случилась под Казанью. У поселка Васильево между Йошкар-Олой и Зеленодольском 34-летний водитель автомобиля Hyundai по предварительным данным не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на стоящую на обочине «Ладу», затем врезался в дорожный знак. В результате аварии скончались оба водителя и пассажиры иномарки. Среди них были помощник Дамир Низамов и заместитель начальника отдела потребительского рынка Виталий Агачев. Рамиль Шайдуллин подробнее. Скажи, что он, да! Подождите, дайте мне подойти. Сотрудники госавтоинспекции с трудом сдерживают и успокаивают убитую горем женщину. Она пытается прорваться к искореженной машине. Позже выяснится, это мама одного из погибших в аварии, водителя Hyundai Виталия Агачева. Дай посмотрю только! Посмотрю только его! Страшная авария минувшей ночью произошла между Йошкар-Олой и Зеленодольском. Это пригород Казани, участок на скоростной магистрали возле поселка Васильево. В 10 часу вечера 34-летний водитель Hyundai, по предварительным данным, на высокой скорости наехал на стоящую на обочине «Ладу» и отлетел в дорожный знак. В результате сразу 3 погибших. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai, а также водитель автомобиля «Лада Гранта» скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель иномарки Виталий Агачев работал в районной администрации заместителем начальника отдела потребительского рынка. Пассажир Дамир Низамов был помощником главы Зеленодольска. Аллаху Акбар. Проводить Дамира Низамова к его дому в Зеленодольске пришли родные, друзья, знакомые и коллеги. В исполкоме он работал 17 лет, сразу после выпуска из института, и прошел все ступени профессионального роста. Был человек слова, как говорится, всегда выполнял свои обязанности вовремя. Очень честный, порядочный человек. Всегда на помощь, выручку. Он был просто правильным человеком. Конечно, наша система местного самоуправления понесла невосполнимую утрату. За высокие профессиональные и просто человеческие качества Дамир Низамов был назначен помощником главы района. Это работа очень многогранная, очень много разных направлений, и он прекрасно с ней справлялся. С погибшим водителем «Лады» Андреем Романовым и водителем Hyundai Виталием Агачевым простятся завтра. Как сообщили в ГИБДД, водительский стаж последнего 16 лет, за год ни одного нарушения. Что привело к трагедии, роковая случайность или пренебрежение правилами, станет известно после проверки. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня жители пострадавшего от взрыва дома в Нурлате смогли забрать личные вещи. Вернуться в квартиры пока нельзя. Состояние конструкции сейчас проверяют эксперты. ЧП произошло в субботу вечером. В результате взрыва погибла 92-летняя пенсионерка, 2 пострадали. Жильцы 22 квартир остались без крова. Сегодня с ними встретился глава района. Им уже предоставили временное жилье. Рамиль Галиуллин на месте оценил масштаб разрушений. Выбитые стекла, разрушенные стены. Последствия событий субботнего вечера можно видеть и сегодня. 2-й подъезд полностью разрушен. Всего в этом доме 2 этажа, 3 подъезда и 22 квартиры. В результате взрыва пострадала половина квартир. Ту бессонную ночь жители будут вспоминать еще долго. Наталья Павлова вместе с 13-летней дочерью в момент взрыва была в квартире. Говорит, чудом остались живы. Я была на кухне, дочь была в комнате. И дочь, ее засыпало вообще где-то на метр от пола. Она у меня была под завалами. Взрыв был настолько мощным, что звук услышали даже жители соседних домов. У меня выбило балкон. Я очнулась, я телевизор смотрела. Взрыв такой меня подкинуло, я быстренько оделся, вышел. Смотрю, тут дым идет. Стены разваленные, значит. И дым пошел. 2-е сутки здесь работают строительные бригады. Приступили работу ограждений. Надеемся, завтра будет уже заключение, экспертное заключение. Уже будем приступать на демонтажные виды работы. Сегодня жителей начали пускать в квартиры, чтобы они забрали личные вещи. Заходят вместе с сопровождающими. Находиться там по-прежнему небезопасно. Одежда, да, документы в первую очередь. Самые необходимые продукты с холодильника, чтобы не портилось, не воняло там, когда еще разрешат зайти. По предварительной версии, взрыв газового баллона произошел при установке натяжных потолков в одной из квартир. В результате погибла 92-летняя женщина.
Что такое произошло там, я не знаю. Но очаг в ее квартире, конечно, произошел. Очаг в ее квартире. Жалко, конечно, людей. Жить здесь пока нельзя. Предстоит проверить состояние конструкций. Жителям предоставили временное жилье. Многие предпочли остановиться у родственников. 7 семей нуждаются в квартирах. Ну и мы им дали вот такой варианты. Если они, вот некоторые уже снимали, в городе есть где снимать квартиры. Если они будут снимать, мы будем оплачивать это съем квартиры. Если уж снимать не будут, у нас по городу есть 8 квартир, которые муниципальные, но они как бы нуждаются в косметическом ремонте. Ну, мы в течение этой недели вот строительными организациями будем это дело сделать и их заселять потихоньку. Сегодня руководство района встретилось с жильцами. Как отметили, судьбу дома будет решать комиссия. Будет принято решение или же разбирать разрушенную часть дома и восстанавливать его, ремонтировать, или же демонтировать полностью дом и строить новый дом. Это все будет зависеть от экспертного заключения. Мы со своей стороны по муниципальной линии, конечно же, определенные суммы будем выделять, и будет организован сбор спонсорских средств. Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Оно возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью. Ход дела на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Проверку проводит и прокуратура. Выясняется, какая компания проводила ремонт в квартире и по их ли вине произошел взрыв. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдения требований пожарной безопасности, а также законодательство об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования. Что касается жильцов разрушенного дома, пока ясно одно. Вернуться в свои квартиры они смогут не скоро. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Нурлатский район. Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом, председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Раиса вручила ему орден за заслуги перед Татарстаном за значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Татарстана с ВТБ по разным направлениям. Андрей Костин подчеркнул, сотрудничество идет успешно во многом благодаря условиям, которые созданы в регионе. Очень благодарны за нашу совместную работу. Мы встречаемся для обсуждения наших дальнейших перспективных планов. И, конечно же, кредитный портфель 241 миллиард. И проект, который вот мы в Алабуке, ну и другие проекты, они, конечно же, лично ваша большая заслуга, Андрей Андреевич. Пересмотреть систему продажи путевок и увеличить число смен в детских лагерях Казани. Такую задачу сегодня на деловом понедельнике поставил мэр города. Все для того, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть этим летом. Часть путевок получают воспитанники спортивных школ, творческие коллективы и дети, относящиеся к льготной категории. Оставшиеся, как отметил Ильсур Медшин, разбирают за несколько минут, и многие родители не успевают их купить. Он подчеркнул, система не должна работать по принципу лотереи, поэтому ее необходимо пересмотреть. На одну путевку в загородные лагеря столицы приходится 20 желающих. Чтобы они распределялись справедливо, предложено создать специальную комиссию. В лотерею играть не нужно. 4 района, соразмерно количеству жителей. В каждую комиссию пусть войдет представитель средств массовой информации, вот они, коллеги наши, и при необходимости представитель прокуратуры, на котором комиссионно примут решение. Кто первый кликнул, это не считаю справедливым. В Казани за 3 года на четверть снизилось число нападений бродячих животных. В прошлом году зарегистрировано более 1300 таких случаев. Доходило до 5000 укушенных в год. Вакцинировали и стерилизовали более 12 тысяч собак, из которых около 1000 нашли новых хозяев. Это итоги реализации проекта «Казань. Город без брошенных животных». Из местного бюджета на это выделяется около 35 миллионов рублей. Сегодня в столице 19 площадок для выгула и дрессировки собак. В основном они расположены на территории парков и скверов. За прошедшие 2,5 года в городе создано 3 площадки. В ЖК Салават-Купере, ЖК Светлая долина, тренировочная площадка на улице Космонавтов, 57.
В этом году в планах обустройства площадки в сквере на улице Заря разработан проект, есть смета, подготовлено место. Владельцы собак очень ждут там площадку. Вернуться к проблеме наливаек в многоквартирных домах. Такое поручение на деловом понедельнике дал исполкому мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По словам начальника городской госалкоголь-инспекции Гульшат Вафиной, в городе остро стоит вопрос с организациями, которые под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно торгуют алкоголем. В том числе в многоквартирных домах. Сейчас алкоголь в Автограде реализует 734 магазина, из них 95 – точки общественного питания. В 2020 году по инициативе челнинских депутатов удалось ограничить деятельность наливаек в домах. В прошлом году закрыли 7 таких предприятий общепита. Обращение жителей мы обязаны и должны рассматривать, но в рамках тех существующих закон и правил. Но субъекты Российской Федерации, области, края и республики состоят из муниципалитетов. И мы свою точку зрения, с учетом наработанной практики, с учетом обращений наших жителей, тоже должны высказать и изложить. Отчет о работе правительства Татарстана в минувшем году станет главной темой предстоящей сессии Госсовета. Документ начали рассматривать на заседаниях комитетов парламента. С показателями сегодня ознакомились депутаты Комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Как доложил представитель Минэкономики, предприятиям и организациям республики удалось нивелировать многие вызовы, сохранить инвестиционную активность и производство. Рост экономики за год составил 3,6%. Парламентарии отметили, нужно сосредоточиться на вопросах реализации стратегии 2030 и внедрения на производстве мер по повышению производительности труда. Продолжается работа по проактивному принятию мер реагирования, в том числе в рамках балансовых комиссий, на основе мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, с учетом аналитики внешних поставок данных ФНС России, который позволяет в оперативном режиме осуществлять мониторинг рисков при остановке деятельности и неплатежеспособности организаций. Татарстанские лыжники выиграли Кубок России. Церемония награждения состоялась в Мурманской области. Этой ночью спортсмены вернулись в Казань. Это 6-я подряд и 7-я победа в истории в борьбе за кубок. В команде медалист Олимпиады в Чонхане Андрей Ларьков, а также лыжники Анастасия Доценко, Алия Иксанова и Алмаз Таипов. На всех этапах чемпионата России татарстанцы завоевали 13 медалей. Вместе с триумфаторами прилетел и президент Республиканской Федерации лыжных гонок Ильшат Фардиев. В аэропорту их встретили преданные болельщики. С победой! Кубок наш! Наша команда выполнила свои задачи, я думаю, по максимуму. Это можете наблюдать по нашему прилету в Казань. Сезон сложился достаточно удачно, очень даже хорошо. Мы выиграли главный старт сезона, спартакиаду. Я к нему готовилась целенаправленно, завоевала 2 бронзовые медали. Мы стали абсолютными чемпионами спартакиады, чемпионата России, Кубка России. Это великие победы. Это еще раз показало, что Татарстан сильная команда, и мы не могли по-другому выйти, потому что надо было еще раз укрепиться и показать. И на каждом этапе, и на каждом старте надо было показать. И мы это смогли сделать. 10 апреля, в день празднования Ураза-Байрам в Казани, состоится Рамазан-фест. На территории вокруг Национальной библиотеки и набережной Казанки развернется театрализованное шоу. Актеры расскажут о традициях ислама, воссоздавая ключевые моменты жизни человека от рождения до старости. Будет около 100 мастер-классов, в том числе для детей. Для гостей отдельная зона Туган-Ях. Особое внимание уделят обряду никах, символизирующему начало семейной жизни. Постановление вынесли, да? Да. Да, чтобы вот этот выездной ЗАГС, он был действительный. Это не просто театрализованное представление. Это на самом деле, вот, скажем так, 2 большие организации. Это религия и управление ЗАГСа. Мы вот вместе. То есть перед Богом никах сделали и перед государством. Более 500 танцоров из Татарстана, регионов Поволжья, ближнего и дальнего зарубежья стали участниками международного конкурса фестиваля хореографического искусства «Дорогу и мечты». Он прошел в Казанском институте культуры. Праздник танца носит имя всемирно известной балерины, народной артистки Татарстана и Башкортостана Нинель Юлтыевой. Именно она основала кафедру хореографического искусства в Казгик. В 9-й раз сильнейшие коллективы из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Удмуртии, Башкортостана, Казахстана, Монголии, Японии, стран Африки показали, как дело прославленной балерины живет во всем мире.
говорит о том, что наша школа, школа Казанского государственного института культуры, школа Республики Татарстан, она очень сильна. Наших педагогов приглашают по всем странам постановки татарского танца, хореографического в целом, вот искусства народных танцев, и по России, где мы показываем нашу народную культуру, именно танцы, народные постановки нашего татарского народа. К этому времени крупные водоемы уже освободились из ледового плена. Это свежие кадры Волги, которые снял генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Ледоход в этом году как никогда красивый, комментирует он это природное явление. Льдины со страшной скоростью плывут, воды много, и такой характерный шум стоит. Но самое интересное, что мы пришли на самый конец ледохода. Если повернуть налево, все, чистая вода до самого горизонта. До свидания, зима. Да здравствует лето! Гуси возвращаются в родные края, событие, которое неизменно привлекает внимание и напоминает о приходе весны, несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь. Эти кадры сняты в Арском районе. Видно, что стая довольно многочисленная. Также летящих клином гусей успели запечатлеть в Апастовском, Дрожжановском, Спасском и Камско-Устинском районах. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дехате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисис. В Татарстане температура резко повысится. Подробнее через пару секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в апреле со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтасях, Кукмаре, Высокой горе облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 13-16, ночью 3-4 градуса тепла. В Буинске, Камском Устье и Апастово переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура днем 13-17 градусов. Ночью 3-7 градусов выше 0. В Чистополе, Мамадыше и Новошишминске будет облачно с прояснениями. Без осадков. Температура днем 12-15. Ночью 3-6 градусов тепла. В Менделеевске, Менделинске и Агрите облачно с прояснениями. Без осадков. Днем плюс 10-14. Ночью плюс 3-5. В Альметьевске, Азнакаево, Лениногорске и Бавлах температура днем 13-15 градусов. Ночью 3-4 градуса выше 0. Здесь тоже будет переменная облачность, без осадков. В туристических городах республики, как и в остальных районах, будет очень тепло. В Свияжске температура днем поднимется до плюс 16 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 4 градуса. В Волгорах днем 13, ночью 4 градуса выше 0. Здесь будет облачно с прояснениями, осадков не обещают. В Елабуге ожидается облачность, без осадков. Температура 13 градусов тепла днем и 4 градуса тепла ночью. В столице Татарстана будет прекрасный весенний день. Температура днем 17 градусов тепла, ночью 5 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 755 мм ртутного столба. Ветер западный около 4 метров в секунду. Влажность 59%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте здоровы, всего доброго и хорошего настроения.